Салем Достар, вы снова на канале Пола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня посмотрим видео. Министр рассказал, почему немцы возвращаются в Казахстан из Германии. Давайте вместе с вами посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходят каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Всем привет! Нам надо, чтобы было чисто во дворе, мы так воспитаны. Феномен казахстанских немцев. Перед началом видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарии для продвижения видео. Недавно прошел День благодарности. Это такой праздник по линии Ассамблеи народа Казахстана. В рамках этого дня мы решили рассказать об одной диаспоре, которая в прошлом году отметила очень важную для нее дату. Речь пойдет о казахстанских немцах. В нашей стране много национальностей. Среди них есть немцы. Сейчас их порядка 174 тысяч, но рассказывают, что перед началом 90-х в Казахстане их насчитывалось около 1 миллиона человек. Все знают историю про то, что вот жили у нас немцы, а потом значительная часть их уехала в Германию. Практически у каждого казаха есть история про немецкую семью, которая жила по соседству. И когда дело доходит до таких историй, создается ощущение, что казахстанские немцы – это какая-то особенная категория наших граждан. Стоит в социальных сетях появиться видео, где немка или немец рассказывает о том, как в смутные годы их семья вынуждена оказалась в Казахстане, порассуждать о просторах казахстанских степей, как тут же под этим роликом появляется масса восторженных комментариев. Люди начинают признаваться в любви к казахстанским немцам. Что это за любовь такая? В этом попытался разобраться корреспондент Тенгри Ньюс, а помог ему один из самых известных казахстанских немцев, бывший аким Лисаковска, а ныне депутат Мажилиса парламента Альберт Рау. Человек, который лично знаком и с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, даже знает, где она живет, и нынешним президентом Франк-Вальтером Штайнмайером. Прошедший 2021 год был особенный для казахстанских немцев. 80 лет назад был издан указ, из-за которого были высланы с насиженных земель представители немецкой национальности. Произошло это в 1941 году. Советское правительство усомнилось в надежности поволжских немцев и решило их сослать подальше. Например, в Казахстан, а вообще, первые немцы появились на территории нашей страны еще в 17 веке. До сих пор в разных населенных пунктах Казахстана живут немцы, которые в деталях помнят, как их детьми вместе с родителями в телячьих вагонах привезли в казахскую степь. Истории этих людей изобилуют щемящими сердце подробностями, и не верится, что это все было на самом деле. Вот и у Альберта Рау есть такая история. Мой отец и мать были депортированы в Казахстан, будучи подростками. А когда им исполнилось 17 лет, их мобилизовали в трудовую армию, принудительная трудовая повинность, повезли на лесоповал. Вот у меня есть дочь, и я себе не представляю, как бы она смогла валить в тайге деревья. А тогда как было, две хрупкие девочки сначала откапывают дерево от снега, потом спиливают его под корень, потом его надо обсучковать, а потом эти бревна еще надо катить, чтобы загрузить на платформы. И это продолжалось 7 дней в неделю от зари до зари. Конечно, здоровье было подорвано. Но физические трудности – это полбеды, они ведь еще морально страдали. Мама вспоминала, что когда наступила победа, и она вместе со всеми радовалась этому событию, тогда она находилась на Урале, то ей с укором сказали: «А вы-то чего радуетесь? Вы здесь будете навечно». Еще ей запретили брать фамилию мужа, мама так и прожила под своей собственной, рассказывает Альберт Рау. Только в 1956 году их освободили от комендатуры, но возвращаться в место, откуда они были депортированы, его родителям было запрещено, дома их были конфискованы. И им пришлось искать себе новое пристанище. Нашли они его там, куда были сосланы изначально, в Казахстане. Но все подробности лишений в трудармии отец и мать Рау старались никому не рассказывать и только начали немного делиться воспоминаниями под конец жизни. Неподалеку от Житикары, в России, была шахта, там трудился мой отец.
Он рассказывал, как ему приходилось пахать в этой шахте, страдая от невыносимого голода, а у самого мысли «сейчас там хлеб выдают, думаю, пойду туда, булку схвачу, побегу, что есть сил, и пока меня будут догонять, сколько смогу, съем, а потом пускай на каторгу отправляют». Но он так и никуда не пошел, в этом самом месте он свалился от голода. Какая-то женщина-немка его подобрала, дала ему кусок хлеба, так спасла его. А моя бабушка вынуждена была идти от одного аула до другого пешком больше 100 километров с 2 детьми. И когда до села, где они жили, оставалось километров 5, она вконец обессилила. Тогда совсем незнакомые казахи ее откормили, на телегу посадили и до того села довезли. А еще была такая история. Представьте начало 60-х годов, нас 4 детей, и еще дедушка с бабушкой, всего 8 человек. А разрешали держать только одну корову, и ее, естественно, не хватало, чтобы прокормить такую большую семью. Дедушка с бабушкой идут в сельсовет доказать, что их на самом деле 2 семьи, а им говорят: «Нет, у вас одна семья, значит, положена одна корова». В соседнем ауле у отца были друзья-казахи, они наших коров прятали и растили в колхозном стаде, и таким образом наша семья была сыта. Это как раз то, что и называется «выживали вместе» и в лихую годину войны, и даже в мирное время. Поэтому нам надо пронести эту память через поколения, ведь это такая дружба и такая взаимовыручка, о которой нельзя забывать, говорит наш собеседник. Итак, почему немцы любят казахов, мы выяснили. А вот почему казахи так восхищаются казахстанскими немцами. Я думаю, здесь все дело в таком нормальном явлении, как взаимопроникновение культур. А еще вот какой момент. Иногда же бывают дискуссии по поводу употребления русского и казахского языка. И тем, кто топит только за русский, я говорю: ребят, а ведь вы же нас никогда не поймете. Они удивляются: в смысле? Я объясняю: вы не знаете, что такое терять родной язык. А мы, казахи, знаем, что это такое. Взять мой родной Лисаковск, ведь было время, когда вопрос обучения казахскому языку в школах вообще не стоял. То есть была Казахская ССР, а предмета казахский язык не было. Но это же очень было неправильно. Поэтому, чтобы в полной мере ответить на ваш вопрос, нужно читать Герольда Бельгера, лучше него эту тему никто не раскрыл, рассуждает Рау. Из этого ответа напрашивается другой вопрос: в чем секрет того, что многие немцы старшего поколения выучили казахский язык? Когда я беру трубку и говорю мне часто отвечают потом уже я говорю: это же я, вы что, не узнали? Я не лингвист и не филолог, но ученые говорят, что у нас... Друзья, одну секундочку. Смотрим дальше, друзья. У немцев и казахов фонетика все равно в какой-то мере совпадает. Я подтянул казахский язык, когда работал в Кокшетау, там среды побольше, нежели в Лисаковске. А учить я начал его еще в Рудном. Там в институте у меня был друг Ербол из Атырау, вот я у него и нахватался, это было просто по собственному желанию. Но, конечно, язык лучше учить в юности, сейчас словарный запас у меня большой, но все равно, когда ты уже зрелый, есть моменты чисто психологические, поясняет Альберт Павлович. Когда другие уезжали из Казахстана в Германию, он не поехал. Он хорошо владеет немецким, сам бывал много раз в ФРГ, но у него никогда не было мысли переехать туда жить. Ну представьте, 1991 год, мне 31, и я возглавил городской совет, маслихат по нынешнему. В 33-м года я уже стал замакима, в 34 меня назначают акимом. Какая мне Германия? Здесь столько работы. Были те, кто мне говорил: давай мы сделаем тебе вызов, пусть там лежит, в посольстве, в любое время сможешь воспользоваться. Я отказался, и это решение с годами во мне только укрепилось. Я иногда в шутку немцам говорю: в Казахстане на сегодняшний день есть лишь 2 ордена за заслуги, высшая награда ФРГ, один у меня, другой у моего курдаса, ровесника, руководителя канцелярии президента Нурлана Баймалдановича Анжанова. Ну какой был у меня шанс получить высшую награду Германии, если бы я переехал из Казахстана?
кто бы мне ее дал? А здесь мне эту награду вручил президент ФРГ. За что? За то, что развивал экономические отношения между странами, когда работал в министерстве, рассказывает Альберт Рау. Он хорошо знаком с жизнью в Германии. Есть вещи, которые ему там нравятся, а есть то, с чем бы он не хотел иметь ничего общего. Мы сняли ролик о казахстанских немцах, и я там говорю, что с годами начал понимать, в чем заключается наша отличительная черта. Это большое влияние общественного мнения, это идет от корней. Мы так воспитаны, нам надо, чтобы было чисто во дворе, перед двором. Надо стараться быть трудолюбивым, потому что, не дай бог, завтра в деревне кто-то может подумать или сказать, что в такой-то семье сын ленивый. И вот эта национальная черта у немцев, которую они пронесли через века, является как бы стимулом или мотивацией. Это выражено и среди немцев-предпринимателей. Они успешно развиваются благодаря желанию быть лучше именно в труде. А если говорить о том, что мне не нравится в современной Германии, так это то, что особенно в последние годы наши ценности как будто размываются, пропадают устои. Уж слишком толерантным становится общество, идет подмена понятий, например, наблюдается лояльное отношение к однополым бракам. А ведь в корне своем немецкое общество все равно достаточно консервативное, во главу угла возводится приоритет труда, приоритет отношения к труду, капиталу. Все это должно работать на созидание. Вот это наша протестантская этика как будто размывается. Думаю, поэтому сейчас наблюдается отток немцев обратно к нам. Причем возвращаются люди, которых туда привезли в детстве. Они там выросли, женились, и сейчас они говорят: мы не разделяем всего этого, не разделяем эти либеральные ценности. Когда ребенку буквально с 10-летнего возраста говорят, что когда два мальчика любят друг друга, это нормально и даже хорошо, ведь наши родители изначально везли нас на историческую родину, чтобы сохранить наши ценности и нашу этику, а получается наоборот, приводит примеры Рау. Тем не менее, сам он уверяет, что никогда никого не отговаривал уезжать в Германию и никого не призывал вернуться в Казахстан. Все-таки каждый человек сам кузнец своего счастья. Немцы возвращаются по разным причинам. Кто-то из-за бизнеса, они так говорят: ребята, там, в Германии, просто Красный океан, страшная конкуренция, да, здесь, в Казахстане, еще бывает коррупция, но это мелочь по сравнению с огромными возможностями, которые есть здесь, и прежде всего это огромный рынок, только работай и старайся. Недавно мне рассказали случай, что в Уштабе вернулась семья немцев, 5 детей. Они просто взяли кусок земли неухоженной и готовы начать с нуля. Говорят: вгрыземся, зато будем кушать натуральную пищу и нас минуют вот эти западные ценности, рассказывает Рау. Надо же, как повторяется история. А ведь когда-то давно некоторые немцы так и начинали свою жизнь в Казахстане. Была семья, и был кусок земли. Друзья, Нам честно, чтобы было чисто полностью согласен. Ну, такой, как сколько много я роликов пересмотрел, и благодарность, да, народу, немцы благодарны очень народу Казахстана за то, что они им помогали в трудную минуту, да, спасали их жизни, спасали их семьи и помогали чем могли, да. Но даже вчера, кто, друзья, хочет, у меня есть на канале ролик, где общался в видеочат рулетки. Альберт, он с России, вроде там как-то с ссылкой, он переехал в Казахстан, а потом они переехали к немцам жить уже в сознательном возрасте. И он называл казахов дикими. И еще как-то там еще такие оскорбительные есть на канале. Вчера выходил ролик, друзья, кому интересно, переходите, смотрите. И вот этому человеку, наверное, надо вот этот ролик посмотреть, потому что ценности, я понимаю, что ценности теряются, ты забываешь, ты как-то переосмысливаешь, и, наверное, больше воспитания людей помогает людям понять, что кто им помогал в те трудные минуты, те трудные моменты, когда все начиналось, друзья.
И это были казахи. Альберт там вчера чуть-чуть не очень хорошо, мне даже не понравилось. Я там много чего слушал, и, конечно же, какие-то вот вещи, те, что он говорил, там говорит дикие, и спрашивает, ну так объясни, что для тебя значит дикие. Но он что-то тоже там такое сказал, даже не хочу повторять, друзья. Людям надо не забывать ценности и помнить то, что кто нам помогает в трудные минуты. В трудные минуты, друзья, я от всего украинского народа, я вам скажу с уверенностью на 1000000%, что украинцы никогда не забудут, как вы украинскому народу помогали, и что вы сделали для того, чтобы Украина победила. Это будет наша тоже с вами общая победа, потому что народ Казахстана понимает, что мы боремся не только за свою землю, мы боремся за весь мир, который не хочет жить при этой уже структуре власти, которая выстроила систему и прогибает под себя всех, максимально всех. Это уже всем надоело, друзья. Огромный рахмет народу Казахстана, друзья. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам, друзья. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя, до встречи.